Гамбураб Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Часть 8. Дневник паломника от Гумбума до Лхасы. 24 апреля. Заранее было условлено, что богомольцы отправятся в Цайдам по южному берегу Кукунура, потому что, во-первых, по этому пути бывает лучше корма для животных, и, во-вторых, идя этим путем, избегали неприятного столкновения с начальником тангутов Галнса Ламой, Раптаном, живущим на северо-восточной стороне упомянутого озера и привыкшим брать пропускной налог со всех монголов, едущих через его кочевье. По рассказам, это Лама в ранней молодости учился в Гумбуме, но потом мирной монастырской жизни предпочел более деятельную, разбойничью на своей родине, где он неоднократно принимал участие в войне с каким-нибудь враждебным племенем или просто в нападении на проходящие караваны монгольских богомольцев. Отличаясь большой физической силой и отчаянной смелостью, он приобрел громадное влияние среди своего племени и сделался его главой. Однажды при прохождении через Кукунур каравана, везшего ругинскую хутукту из Тибета в Монголию, он дерзновенно окружил этот караван и потребовал выкупа. Ни многочисленные монголы, сопровождавшие Хутукту, ни даже китайские амбань не смогли ничего сделать с настойчивым разбойником. Пришлось дать большой подарок, причем для снискания его благосклонности на будущее время от имени Хутукты просили оказывать покровительство всем проходящим через его владение монголам. Корыстолюбивый Раптан быстро сообразил, какая выгода может быть извлечена из такого поручения, и дал тотчас свое полное согласие. Покровительство это стало выражаться в том, что Раптан стал брать со всех проходящих через его кочевья богомольцев-монголов известный налог, приблизительно по 2 цина, это 30 копеек, с каждого человека, как бы плату за свои работы по благополучному прохождению караванов. В случае отказа он требовал уплаты вооруженной силой и горе, если караван оказывался ему под силу. Тогда он грабил все дочисто. Монгольские богомольцы, сознавая невозможность бороться с таким сильным разбойником, заботятся только о том, чтобы подешевле отделаться от него, покорно уплачивая несправедливый налог, санкционированный будто бы урганским Хутуктой. При нашем прохождении через Кукунур Раптан был в глубокой старости, ослепшим человеком, но все же повелевавшим своими соплеменниками. На нашем обратном пути его уже не было в живых. Вследствие вышеупомянутого условия, пройдя по дороге Гумбум-Донкор только 5-6 верст, мы поворотили на левую руку и перевалили через один хребет, вышли на речку Раку, объявленную местом сбора всех паломников. Здесь пришлось простоять до 28 числа, выжидая прибытия запоздавших. Молодой травы почти не было, и лошадям приходилось довольствоваться только прошлогодней. Местность эта принадлежит кочевым джахорам, данникам монастыря Гумбума. Близ нашего стойбища не было жителей, которые, говорят, имеют привычку приносить молоко и разные молочные продукты, коими напутствуют путников, конечно, не без желания получить отдарки. Пройдено за день примерно 30 верст. 28 апреля. К сегодняшнему дню собралось из разных мест более 150 человек, помещавшихся в 28 палатках различных размеров и типов. Тронулись постепенно в путь и остановились в паде правого берега речки Донкор, сделав переход почти в 10 верст. 29 апреля. Перешли на левый берег речки Донкор и, двигаясь по ней вверх, миновали монастырь того же имени,
прошли через ворота, отделяющие земли Кукунура от, собственно, Китая, и остановились немного выше этих ворот, сделав путь примерно 30 верст близ местечка Джиньху, или по-другому Джинькоу. Сегодня выпал небольшой снег, что заставило нас передневать на том же месте следующее 30 число. В день этой своей дневки богомольцы по инициативе старших сложили из дерна жертвенный стол вышиной около 1,5 аршин, и на нем стали сжигать собранные от всех палаток муку с маслом, благовонную хвою и травы. К этому же столу снесли все свое оружие, состоящее из фитильных ружей, сабель, европейских винтовок Бердана и несколько револьверов, и привязали к воткнутым в землю пикам с развивающимися небольшими кусками материи, вроде флагов, с напечатанными на них молитвами. Когда все было готово, собравшиеся ламы заняли места вокруг жертвенника и стали читать так называемый сан, то есть молитвы о благополучном пути. Такое чтение было приурочено именно к сегодняшнему дню, потому что завтра мы вступали в кочевье кукунурских тангутов, отличающихся любовью к воровству и грабежам. Тангут называют этих людей монголы. Сами они называют себя или Бот-Ба, то есть тибетец, или Амдока, амдосец, или еще по более частному названию своего рода, например, Миньяк и тому прочее. Оружие было собрано для освящения, так как с завтрашнего дня приходилось быть постоянно готовыми отстаивать свою собственность с оружием в руках. После окончания чтения молитв каждый взял свое оружие, и эта вооруженная толпа обходила вокруг временного жертвенника с криками «Харжалло!» «Божество победило», что значит, соответствующими нашему «Ура!». Затем здесь же состоялся сход представителей от каждой палатки, который избрал большинством голосов начальником каравана казначея-перерожденца Чишой из Гумбума. Он ехал в Хасу за своим хозяином, который жил там уже целый год. Этот казначей был прежде в Тибете только один раз, поэтому желали избрать предводителем другого члена каравана, некоего Ешей Тампа, бывавшего в Хасе 9 раз и прекрасно знавшего путь. Перевес пал на сторону казначея-перерожденца Чешой только благодаря богатству и знатному имени перерожденца, который должен был заочно покровительствовать своему человеку и потому отвращать все путевые неприятности. На обязанности главы каравана по установившемуся с давних пор обычаю лежало определение времени отправления, назначение мест для ночлегов и дневок, наблюдение за тем, чтобы в местах, опасных от разбоев, ехали все вместе и тому прочее. 1 мая. Рано на рассвете со стороны палатки главы каравана раздалась команда начинать навьючивать животных. Когда все были готовы к выступлению в путь, весь караван понемногу стал трогаться. Глава каравана ехал на хорошей лошади с саблей за поясом, длинной пикой в руке и ружьем за плечами и, по-видимому, имел самодовольно воинственное настроение. Вообще, все амдосцы, ехавшие в этом караване, были более или менее сносно вооружены, и у них заметно было решение не быть пассивными свидетелями грабежа своего имущества. Большинство же монгольских богомольцев не имело, напротив, никакого оружия и готово было перенести все обиды, философски объясняя их только плодом своих же деяний. В этот день мы увидели озеро Кукунур с бугра после перехода через высокий хребет Алтансорга. Сделав за весь день путь около 30 верст, остановились возле небольшой китайской крепости на правой стороне реки Аракол, впадающей в Кукунур. Крепость эта, как говорят, была построена во время беспорядков в Кукунуре в XVIII веке.
В настоящее время она представляет лишь заброшенные кирпичные стены, где собираются 7 тангутских старшин, когда приезжает сюда для разбора дел чиновник Тунши от Сининского амбаня. 2 мая шли вниз по той же реке и, пройдя около 25 верст, остановились ночлегом на ней же. 3 мая сделали почти 40-верстный переход и ночевали в 2 верстах от берега озера, называемого по-монгольски Кукунур, по-китайски Цинхэй, по-тибетски Цононбо. Разговорно Цононбо. Все 3 названия означают «синее озеро» вследствие красивого синего цвета его воды. Ночью выпал небольшой снег, каковое обстоятельство заставило нас продневать следующее 4 число. В день этой дневки спутники наши ходили на берег озера мыться его водой с верой, что она исцеляет от многих болезней. 5 мая. Прошли около 25 верст и остановились почти против острова горы, находящегося посередине озера. На этом острове-горе, как передают, находится небольшой монастырь с 5-6 ламами. Они сообщаются с окрестными жителями только зимой по льду, а запасшись провизией на лето, уходят в монастырь. Здесь, за неимением лодок, они проводят в полном уединении от мира все время, пока холод следующей зимы не устроит для них ледяной мост. 6 мая. Прошли около 30 верст. 7 мая. Я впервые увидел стада диких ослов, называемых по-тибетски кьянг, по-амдоски ржан, а по-монгольски хулун, кауры, или чихете, ушастый. Развелось также немало стад антилоп. Прошли около 35 верст. 8 мая. Дорога, шедшая до сих пор в виду Кукунура и частью по берегу оставила озеро и направлялась на северо-запад к Верхним Монголам. В этот день мы прошли также около 35 верст и, вступив в долину реки Бухенгол, река Дикого Яка по-монгольски, ночевали у подошвы гор правого его берега. 9 мая перевалили через южно-кукунурский хребет, который по высоте перевала оказался весьма тяжелым для наших животных, поэтому пришлось остановиться ночлегом тут же под перевалом, сделав за день около 25 верст. Конец 8 части. Продолжение следует.